защищает организм от радиоактивного излучения и повышает иммунную систему. Ученые Института атомной энергии КАЭРИ 8 лет трудились над созданием Хемохим. $5 миллионов правительство заплатило за этот госзаказ. Что сюда такое вошло? Все травы, которые растут в Корее. Дудник гигантский. Дудник гигантский. Это растение, дудник гигантский. Это растение, которое растет в Корее, и оно обладает удивительными свойствами. Во-первых, он восстанавливает сосудистую систему, укрепляет сердце и повышает гормональный баланс у мужчин и женщин. Также он обладает антиканцерогенным действием, подавляет рост опухолевых клеток и их распространение. Также он увеличивает Б-клеточный гуморальный иммунитет. То есть он работает на 2 вида иммунитета. На Т-клеточный, он вырабатывает клетки-убийцы и повышает гуморальный иммунитет, которые постоянно циркулируют у нас в крови. Следующее. Сюда входит жгун-корень манье. Это трава, которая обладает выраженным антипаразитарным эффектом. Потому что причина практически всех болезней – паразиты. Корень борозdoплодник, он обладает противоопухолевым действием, влияет на синтез тестостерона, повышает потенцию, и его считают, что это такое виагра-подобное действие. Поэтому, когда мужчины начинают принимать Хемохим, у них прилив энергии, у них прилив бодрости, и, соответственно, всех других функций тоже подъем, потому что выработка главного гормона, который повышает мужественность, это тестостерон. Следующее, он повышает, назад чуть-чуть, он улучшает мозговую деятельность. Также противоопухолевое, противозудное, антимикотическое действие, противоаллергическое, противовоспалительное действие. И борозdoплодник – это целая кладезь микроэлементов. Следующая трава, которая обладает удивительными свойствами, это пион. Еще со времен Авиценны пион обладал, его применяли как противосудорожное действие. Марин корень. Он обладает следующими свойствами. Обезболивающее. Он очень хорошо останавливает кровоизлияние в сетчатку. Корень пиона восстанавливает нервную систему после посттравматической энцефалопатии. Он нормализует гормональный баланс у женщин и улучшает ее репродуктивную функцию. Также корень пиона очень эффективен при заболеваниях почек. Противоопухолевое действие пиона связано с его микроэлементным составом. Туда входит стронций. И считают, что противораковый эффект Хемохима связан с большим количеством стронция. Следующий. Также в Хемохим вошли витамины. Витамины группы В. А витамины группы В, они все у нас восстанавливают нервную систему. Витамин группы В1, тиамин, он входит в основные органы, которые восстанавливают сердце, нервную систему, мышечную систему и работу кишечника. Витамин В2, он необходим нам для роста костей, роста организма, развития мышечной системы и необходим для работы щитовидной железы. Аскорбинка – это антиоксидант, который улучшает работу сосудов и суставов. Витамин В5 – пантотеновая кислота. Если не хватает пантотеновой кислоты, развиваются различные кожные заболевания. Депигментация, начинаются нейродермиты, псориазы, всевозможные
аутоиммунные заболевания. И поэтому, когда мы восполняем дефицит пантотеновой кислоты, то тогда уходят эти проблемы. Огромное количество отзывов, когда принимают химохим, внутрь принимают, мажут его на очаги, уходят эти проблемы. В том числе, вот я недавно только отзыв, мы сегодня приехали со Астаны, там мне женщина показала ролик, у нее исчезла папилломка. Большая папиллома была, вот, у нее исчезла за 10 дней, исчезла папиллома. Она внутрь пила по одному пакетику, и исчезла папилломка. Значит, когда мы восполняем дефицит пантотеновой кислоты, главное, что начинает вырабатываться гормоны надпочечников, глюкокортикоиды. И поэтому все заболевания, которые лечатся гормонами, это ревматоидный полиартрит, аутоиммунные заболевания, это болезни кишечника, аллергии, они исчезают. Потому что глюкокортикоиды, потому что это эндогенные гормоны наши собственные, они начинают работать, и они начинают восстанавливать иммунный ответ. Поэтому, когда пьют химохим, говорят: я всегда был совой, я всегда очень поздно ложился спать, а начал пить химохим, я встаю, превратился в жаворонка. Потому что у него нормализовалась работа надпочечников, да? С утра идет выброс кортикоидных гормонов, идет бодрость, энергия, и человек превращается из сову в жаворонка. Это супер эффект, друзья мои. Затем витамин В6. Это главный витамин, который участвует в обменных процессах. Он нормализует сахар в крови, поэтому сахар снижается. Особенно диабет второго типа. Это кто принимает хемохим, у них у всех отмечается снижение сахара в крови. Вот диабет первого типа, гормонозависимый, инсулинозависимый, это, я не могу говорить. А вот второй тип диабета, он очень хорошо помогает. Затем витамин В6, он вырабатывает серотонин. Это гормон радости, позитивное настроение, хорошее, бодрое настроение. И вот кто пьет хемохим, у них вырабатывается вот такой позитив. Поэтому пейте хемохим, друзья. У вас будет оптимизм, у вас будет бодрость, энергия, и вы с радостью легко построите этот бизнес. Витамин В6, он защищает наши клетки от старения. И поэтому, друзья мои, пейте хемохим. Он нам дает еще омоложение наших клеток. И что же делает хемохим? Вот такой вот удивительный состав, как бы 3 травы, да, витамины общеизвестные, но они в таком сбалансированном состоянии, что они делают? Первое, они чистят, они восстанавливают иммунитет. Начинают вырабатываться клетки иммунитета, НК-клетки убийцы, которые находят и уничтожают раковые клетки. Клетки, пораженные вирусом. И поэтому, когда начинается прием хемохима, у людей то начинается герпес выскакивать, то начинается сыпать папилломки с кожи. А эти папилломовирусные инфекции, она же не только на коже, она везде. В кишечнике папилломы могут быть, они могут быть в желчном пузыре, они могут быть абсолютно в любом органе. Так вот, все папилломы, которые есть в организме, благодаря хемохиму исчезают. Не только папилломовирусная инфекция, любые вирусные инфекции, друзья мои, гепатит С. Сегодня с хемохимом это не беда, это не проблема. Герпес зостер, страшное заболевание, это просто пытка, знаете, да? Когда воспаление идет по ходу нервных вот этих окончаний, да, там просто высыпания такие и адская боль, страшная боль. Вот хемохим справляется с этим, друзья. Как? Конечно, очень много отзывов. Вам надо попасть в чат отзывов, забейте там в поиск, вы увидите прям просто череда отзывов с папилломовирусной инфекцией.
А папилломавирусная инфекция, она является причиной рака шейки матки. Да? Пожалуйста, делайте тампоны на ночь. Там, допустим, эрозия шейки матки. Делайте тампоны на ночь, у вас уйдет вирусная инфекция, у вас исчезнет папиллом. Это эрозия, это же предраковое состояние. Поэтому, друзья мои, вот благодаря своему такому удивительному составу химохим эффективен при сахарном диабете, при артритах, при кожных процессах, сердечно-сосудистых проблемах, гипертония. Вот чтобы вы знали, друзья, повышенное артериальное давление, причины 4. Первая – печень, вторая – поджелудочная железа, третья – почки, и четвертая – это шейный отдел позвоночника. Так вот, хемохим у нас полностью очищает печень, почки, кишечник, лимфатическую систему. Организм, когда чистый, вот эта вот энергия, которая у нас уходила на очищение, она идет вся на решение вашей проблемы. Вот какая была проблема, он ее начинает решать. Хемохим нужно и можно пить людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Вот в Корее наши с вами сограждане, они работают, у них тяжелый, адский, вообще рабский труд. И благодаря хемохиму они выдерживают эти супернагрузки. Благодаря хемохиму сегодня можно работать на вредном производстве, он выводит тяжелые металлы. Он выводит вот эти вот вредности, которые попадают в организм из-за токсичного производства. Да, конечно. Противопоказания, которые могут служить возражением. То есть, когда мы встретим вот прямое нет, было вот так. Хорошо. Хорошо. Значит, официальные противопоказания – это индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и дети до 6 лет. Все. Это функциональное питание, друзья мои, это не лекарство, это еда. Это функциональное питание. И поэтому хемохим сегодня, он запатентован. Запатентован в США как функциональное питание с противоопухолевым действием. 159 работ научных, которые хранятся в медицинской библиотеке США, которые доказывают эффективность хемохима при различных заболеваниях, при различных недугах. И сегодня эти работы еще не остановились. Они постоянно продолжаются. Есть такой портал. Вот все заходите, PubMed называется. Это официальный портал медицинский, где публикуется информация о исследований тех или иных фармпрепаратах, официальных БАДов. Так вот, забиваете там хемохим на английском языке, и вам очень много информации выходит о хемохим. И сегодня я очень много работаю с врачами, я очень много работаю с онкологами, потому что первый мой опыт встречи с этим продуктом был именно у онкобольного. Когда я приехала в Корею, позвонили ко мне с Балхаша и спросили, свекру поставили диагноз рак печени 4 стадии, сказали, что в Корее есть, чтобы ему помочь как-то. Ну, я порекомендовала хемохим, они взяли этот продукт, 2 коробки, дедушка начал пить, ему тогда было 82 года. Вот. Он начал принимать, начался понос. Они каждый день ко мне звонили, спрашивали, ну что делать, он жалуется. Я говорю, ничего страшного, не бойтесь, пусть он пьет, пусть уменьшит дозу, пьет побольше воды, не останавливается. Он не остановился, 2,5 месяца продолжался понос. Вы же сами понимаете, что это такое, друзья. Это выходили клетки, это выходила онкология. Через кишечник у нас в кишечник выходят лимфатические протоки, лимфоузлы. И выходит вся грязь, которая накопилась в лимфатической системе. Поскольку хемохим начал активно работать, рак, вот чтобы вы знали все, онкология – это грибы. Это грибы.
И это вообще паразиты, да? И грибы, они не терпят щелочную среду. Так вот, химохим создает щелочную среду, грибы гибнут, останавливаются метастазы, рост метастазов, и это все должно выйти. У мужчин это кишечник, у женщин это могут быть половые органы. Так вот, прошло 2,5 месяца, прекратился понос, дедушка жив до сих пор. Он пьет по одному пакетику через день. Вот ему сет химохима хватает на полгода. Когда заканчивается, он детям говорит, у меня химохим кончается. Дети ему покупают сет, и он дальше живет. Друзья мои, он хорошо себя чувствует, он ходит. Каждые полгода он у онкологов проверяется, онкомаркеры снизились. Анализы неплохие, опухоль не исчезла, но метастазов новых нет. Нового прогрессирования заболевания нет. 2 года жизни, неплохой жизни, качество жизни, друзья мои. И поэтому, когда меня спрашивают, что нам делать, все думают, что мы хотим заработать на продаже химохима. Вот у людей горе, а они на нас смотрят такими глазами. Друзья мои, вы должны отвечать следующим образом. Я всегда так отвечаю, и вас сейчас научу. Вы говорите, вы знаете, моя ответственность перед вами рассказать вам о самом эффективном и лучшем, что есть сегодня в мире. Теперь ваша ответственность перед вашим здоровьем. Берете вы себе это или нет? И если у вас терминальный больной, 4-я стадия онкологии, да, это уже очень сложно, друзья. Тут нельзя ничего обещать, потому что резервы, надо смотреть, какие резервы у человека, что он, вот, насколько процесс обширный. Да. Тут уже сложно что-то говорить, но я в таком случае говорю, вы, как близкий человек, вы можете облегчить и улучшить качество жизни своему родному, близкому человеку в последние дни. Потому что химохим повышает энергию. Потому что химохим, он помогает, уменьшает интоксикацию. А если есть энергия, то меньше боли. Запомните, отсутствие энергии, боль – это крик организма об отсутствии энергии. Как только пришла энергия, боли снижаются. Вы понимаете? То есть вы последние минуты жизни вашего близкого человека, вы можете ему облегчить. Это дорогого стоит, друзья. Это дорогого стоит. Значит, у партнера в январе она пришла ко мне. Мама, вот у нее рак языка, она отказывается от операции, отказывается от всего, ей делают химию, ей так дурно, кушать не может, умирает голодной смертью. Ну что мне делать, что мне делать? Я говорю, возьмите химохим. Что делать? Возьмите химохим. Она ничего не пьет, она не может все болит, все уже, метастазы болит. Я говорю, делайте клизмы, через прямую кишку вводите химохим. Она чайную ложечку разводит на полстаканчика воды теплой и делает клизмы 1 раз в день. И вы знаете, даже через такое введение, а там геморроидальные узлы, они очень хорошо всасывают все, что попадает туда, мгновенно попадает в кровоток и начинает работать. Точно так же, как слюнные железы. И она потом пришла и говорит, вы знаете, маме стало лучше, у нее интоксикация уменьшилась, она стала ходить, она какая-то бодрая стала. И я вижу, что она легко переносит химию, вот, она уже ее так не тошнит, и нет такой рвоты постоянной, как это было обычно. Друзья мои, это дорогого стоит. Немножечко, хоть капельку, облегчить страдания близкого человека. Слушаю вас. Можно, простите, да. Я говорю онкологию. Вот при запущенных артритах есть эффективные такие, когда уже длительно идет на терапии, когда уже только артропластика? Артропластика. Друзья мои, вот смотрите, что такое болезни суставов? 99%
это грязная лимфатическая система. Грязная лимфа. Чиститься надо, друзья. Вся грязь, вот воспалился сустав, допустим, да, отек коленного сустава. Все начинают его греть, уколы делать, там всякие эти таблетки пить противообезболивающие. А что нужно сделать? Надо хорошо почистить лимфу. Колено – это две кости. Там нечему отекать. Отекает лимфоузел, который под коленкой находится. Вот он воспаляется, отек идет на все близлежащие ткани и идет гонит. Вот, воспаление этого коленного сустава. А нужно-то чистить лимфу. Вот это причина. Поэтому, когда лимфу очищаете, убираете паразитов, убираете инфекцию, потом восполняете все дефициты, кальций, магний, марганец, К2 и так далее, тогда идет восстановление суставов. Конечно, тут очень запущенный случай. Друзья мои, вы всегда должны понимать, что у организма есть определенные резервы. Чудес не бывает. Надо все делать вовремя. И поэтому мы с вами должны, у нас больше должно быть профилактическое направление. Не надо лечить терминальной стадии онкологии. Или когда у человека уже развилось какое-то страшное неизлечимое заболевание. Вот мы сейчас с вами живые, здоровые, но вы должны понимать, в какой среде мы сейчас и в каком окружении мы живем. Байконур. Ракеты взлетают, да? Каждую неделю. Порвали весь озоновый слой. Космическая радиация непрерывным путем. Мы еще с вами не знаем, друзья, сколько там этих ракет падает. И гептиловое загрязнение. Чимкент, химфармзавод, свинцовый завод, все эти залежи радиоактивные окружают город. Повышенная радиоактивность, фосфорный завод и так далее. Да? То есть у нас с вами вокруг есть очень много опасностей, и нам просто необходим, для того, чтобы не было беды у нас и у детей наших, у близких наших, вот нам надо химохим пить, профилактировать, повышать иммунитет. Что произошло в Ухане, в Китае? Там погибали те, у кого очень слабый иммунитет. Не было иммунного ответа. Поднять наш иммунитет, и мы могли противостоять. Противостоять вот этим угрозам. А сегодня иммунитет выдерживает колоссальную нагрузку. Еда химическая, воздух весь токсичный, очень большое количество тяжелых металлов, недостаток всяких нутриентов в еде. У нас тут у всех йода не хватает. Поэтому, друзья мои, вот наша с вами задача, я считаю, первоочередная, профилактика. И не надо бегать там, выискивать тяжело больных. О себе думайте, о себе думайте. Вот мы только приехали с Астаны, и у меня там есть партнер, маленькая такая, маленькая, 72 года, Роза Иннокентьевна Квон. Вы знаете, она так влюбилась в химохим, она за 3 дня продала 42 сета. 42 сета химохим. Да, 42 сета. 42 умножьте на 4, получится вообще там. Вот, она просто бомба. Я говорю, Роза. И она прям с этим химохимом, у нее очень много результатов. У нее есть дочь, ей 37 лет. Она хозяйка 2 таких элитных ресторанов, самых лучших в Астане. Она 4 детей, она просто там лежала, не могла, вот хроническая усталость. И вот у этой дочери она говорит, ну, Наташа, ну попей химохим, попей химохим. Наташа начала пить, через 2 дня у нее столько энергии. Мам, что это такое? Там что, наркотики? Почему у меня столько энергии? То она лежала до 12, дети ходят голодные, она встать не может, сварить, кушать. То тут она с 7 утра встает, там что-то делает. Муж уже даже подозревать начал. Однажды она встала, с утра пошла, там тихо сидит, стирает на руках, чтобы не шуметь. А он подкрался к ванной, так внезапно дверь как открыл. Думал, она там сидит, смс-ки там с кем-то переписывается. Она там сидит, стирает на руках. Он говорит, ты что делаешь? Она говорит,
ну, я не хотела вас будить, не знаю уже, что делать, все сделала, куш сварила, стираю. Вот. И она, значит, увидела такой эффект, а у нее в подчинении 360 работников. И она всем руководителям своих звеньев прям в приказном порядке сказала: все пейте химохим. И, значит, другая ее, директор ресторана, она говорит: у меня тоже была такая усталость хроническая, вот 42 года женщин, говорит, просто тотальная усталость, не знала, что делать, вот у меня прям до депрессии усталость. А как раз осень, заготовки, надо банки катать, а у меня, говорит, вообще даже думать больно про вот эти банки. Пропила химохим. И тут с ней такая метаморфоза, она на базар банки закупила, все, давай крутить, до 2 ночи все перекрутила. Она говорит, я вообще не заметила, как прошел этот процесс заготовки. Говорит, я стала спокойная, я стала выдерживать вот эту кучу всяких стрессов на работе. Раньше я, говорит, могла вот это вот переваривать, все вот это вот ходить, пережевывать внутри. А сейчас я стала отпускать, и мне стало легко. Энергия пошла. Химохим убрал стресс. Вот. И потом у нее был такой эффект, у нее через 12 лет, после, у нее в 32 года она родила дочку, и у нее прекратились месячные. Через 12 лет у нее пошли месячные. Представляете, она коробку химохима пропила, у нее восстановился мензис. То есть это вообще такой эффект сногсшибательный, просто фантастический. И, значит, Роза Иннокентьевна, она увидела свою миссию в том, чтобы всех оздоровить. И, значит, звонит мне на днях, вот как раз конец января, говорит, Ира, у нас тут одна приятельница заболела, туберкулез, открытая форма, хотят делать операцию. Что делать? Сколько дать химохима? Я говорю, Рос, ну это вообще, это уже терминальная стадия, может быть, ну, как бы, я говорю, ну, отнесите, пусть по пакетику начнет пить. Они туда ей отнесли, вот пакетик, это вот маленький, 6 штук. Отнесли, передали ей, и все. Буран закрыл этот тубдиспансер, и он оказался в плену. Ни туда, ни оттуда. Весь персонал 2 суток жил в тубдиспансере. Вот. И эта женщина начала пить химохим, а у нее одышка, интоксикация, температура, распад легкого идет, да? Ей должны были убирать легкое. Вот. Плохо было очень. Она начала пить химохим, у нее начался понос. А это парные органы. Канал легких, канал толстого кишечника. Если в одном энергии нет, в другом избыток. Вот чтобы, а надо, чтобы был баланс. Вот у нее через кишечник пошла энергия, началась очистка, и гной из легкого через кишечник вышел весь. Ей сразу стало легче дышать. Уменьшилась боль. Врачи, которые там, они при них же все это, они посмотрели, говорят, ты что делаешь? Он говорит, вот его пью. Они вообще были в шоке. Пей, продолжай пить. Так вы знаете, я приехала после этого, а еще Роза, она такая, Ира, и таким загробным голосом звонит мне, Ира, та женщина, которая брала химохим с туберкулезом. Вы что, умерла, что ли? Нет, ее выписали. Я говорю, да ты что? Она говорит, да, представляешь, у нее стала закрытая форма, у нее же была открытая форма туберкулеза. Такие люди находятся под охраной, их там милиция охраняет, они социально изолированы от общества. А тут она уже, значит, бацилловыделение прекратилось, она стала всех своих соседей, с которыми лежала по палате, стала от них отстраняться, чтобы они ее снова не заразили, да? И она выписалась, друзья мои. Операцию не стали делать. Это всего 6 пакетиков химохима. Вот. А сегодня такие больные, это приговор. Открытая форма туберкулеза, их закрывают за высоким-высоким забором, колят туберкулостатиками, от которых никто никогда не вылечивается. Это страшно, это приговор. И если у нас есть такой продукт, друзья мои, вот пусть будет у вас такая миссия. Идите, говорите, не молчите, потому что вот вы все сейчас знаете эту информацию, будете ходить молчать, харам.
с вас спросят, почему не помогли ближнему, почему не подсказали. Ладно, больные, так еще сейчас скрытое носительство палочки туберкулезной очень много. Ослабленные дети, люди ослабленные, они все инфицированы туберкулезом. Как только немножко снизилась какая-то ситуация, изменилась, все, туберкулез начнет развиваться бурно. Поэтому не молчите. Не молчите. И сегодня это главный наш продукт. Но в атоме, вот наши ученые Колмар B&H и ученые Института энергетики, они настолько мудрые, они настолько классные, да? У нас 25 БАДов, каждый просто, знаете, шедевр. Шедевр. Вот кальций. Давайте поговорим с вами про кальций. Почему наш организм всегда просит кальций? Потому что это главный минерал, который содержится, за счет которого идет сокращение сердца, сосудов, вырабатываются нервные импульсы, процессы торможения, возбуждения мозга. Это все кальций. Работа кишечника. Вот когда запоры, знаете, что это не хватает кальция. И так далее. Эндокринная система – это кальций, иммунитет – это кальций. Но помимо этого кости, зубы, ногти, волосы – это все кальций. И 99% кальция у нас с рождения. Он уже распределен в костях. Остальное мы должны получать едой. Но кто, вот скажите мне, кто каждый день кушает в достаточном количестве творог, яйца, сыры, всевозможные молочные продукты, вот те продукты, в которых есть кальций? Мы этого не делаем. И поэтому развивается дефицит. Вот видите, как кость массу после 70 это все, остеопороз. Тонкие, хрупкие кости, как хрустальная ваза. Не дай бог, неправильное движение, неправильное, там, как ногу неправильно поставили, все, перелом шейки бедра, перелом там, бедренной кости и так далее. Вот, поэтому мы должны восполнять всегда кальций. Но кальций – это такой минерал, который очень сложно усваивается. 100% кальций не усваивает. Вот, например, глюконат кальция, который у нас продают в аптеке, он всего на 3% усваивается. А в чем причина? В том, что для того, чтобы он усваивался, нужен магний. А магний должен быть в соотношении определенном 2 к 1. Помимо магния должен быть еще витамин D, потому что он проводник кальция. Следующий. Витамин D. Но оказалось, что и этого недостаточно. Должен быть еще витамин К, потому что именно он контролирует, где должен быть кальций и где он должен в правильном месте откладываться. Он должен быть в костях и в зубах, и не должно быть его в сосудах и в мышцах. Одно время одна компания, очень много, у них прям фронт-продукт был кальций. И люди постоянно, годами пили кальций. А потом у них образовывались камни в почках, в желчном пузыре. У них был атеросклероз, сосуды все склерозировались. Из-за того, что в этом кальции не было витамина К. Но наша компания Atomy создала сбалансированный 100% кальций, Володя, который усваивается на 100%. Жевательный кальций. А вот тут вот показано вот нормальный сосуд, атеросклероз и кальций, который откладывается. Вот когда нет витамина К, откладывается кальций в виде вот таких вот атеросклеротических бляшек. Они могут отрываться, и потом они могут вызывать инсульты. Поэтому одно время кальций перестали пить, потому что много было инсультов. Люди пьют кальций, у них инсульты. А потому что не было витамина К2. Скажите, пожалуйста, часто вот кого-то из вас тянет на квашеную капусту? Есть такие люди? Соленые огурцы. У вас не хватает витамина К2.
Потому что витамин К2 находится именно в квашеной капусте и в соленых огурцах. И очень часто беременные женщины, они тоже требуют квашеную капусту, им он необходим для усвоения кальция. Следующее. Так вот, жевательный кальций Атоми 100% усвоение, 100%. И тут есть все, и кальций, и магний, и витамин D, и витамин К2. Роскошная формула, друзья мои. Кормитесь, сами кушайте, деток своих кормите, потому что у нас самый лучший эксклюзивный кальций. Если вы расскажете о нашем кальции вот в таком ракурсе, у вас будут супер продажи кальция. Супер продажи. А новинка, последняя новинка Атоми, это 3 активный кальций. Вот тут они сделали, они вообще еще дальше пошли. Тут 3 вида кальция ионного. Из морской капусты, из лимонной кислоты и из сыворотки. Этот кальций они еще добавили туда марганец и медь. Это все формулы, которые улучшают качество костей и улучшают, вообще они участвуют во многих процессах. И плюс там адаптогены, и женьшень сибирский, и чага, и ахирантес. То есть вот этот вот кальций, он больше и на восстановление системы кальция, и плюс он еще идет для того, чтобы запустить процессы омоложения, повысить иммунную систему, защитить наш организм от всевозможных стрессов. Потому что кальций стремительно теряют те люди, у кого стрессовое состояние нервной системы. Как только вы в стрессе, мгновенно уходит кальций, он вытекает весь из организма. Потом начинают волосы падать, потом начинают ногти ломаться. Да? Это стресс. Кто курит много, кальций уходит. Кто кофе много пьет, тоже кальций уходит. И так далее. И поэтому кальций – это один из важнейших минералов. Друзья мои, я вам всем желаю, чтобы вы хорошо знали наши БАДы, чтобы вы нам рекомендовали своему окружению нашу продукцию оздоровительную. Потому что любой наш БАД, да, вот вроде бы спирулина, ну что там может быть такого? А там большая концентрация, она чистая, она с экологически чистых районов взята, да, и там больше этой спирулины, чем в других. Омега. Ну, казалось, ну что там в омега? Столько омеги, что может быть? А у нас большее содержание ДНХ-кислот в омеге. Она лучше усваивается, соответственно, и более выраженный эффект. Вот. И так по каждому продукту. Поэтому, друзья мои, я вас поздравляю, что вы услышали, и вот эта информация о компании Атоми, об этих удивительных продуктах, которые у нас с вами есть, она не прошла мимо вас. Я вас всех с этим поздравляю. Я вам всем желаю быть пламенными глашатаями нашей удивительной оздоровительной продукции. И пусть через вас многие-многие люди обретут здоровье, обретут это счастье и станут вашими пламенными партнерами. Всем вам удачи! Всего вам доброго! Можно пару вопросов? Да, конечно. Здесь вот в чате спрашивали, да. Я обещал спросить. Угу. Так, при болезни СКВ системная красная волчанка, химохим не противопоказан? Да. Вот. Часто очень спрашивают про аутоиммунные заболевания. Значит, при СКВ нужно делать следующим образом. Как правило, надо смотреть, гормоны принимал человек или не принимал, как долго принимал, какая дозировка. Если человек принимает гормоны, то тогда ему обязательно нужно пить химохим. Начинать надо с небольших доз, потихонечку. С полпакетика на полстакана воды, потихоньку потом увеличивать, потому что организм должен адаптироваться к этой энергии. Второе, надо обязательно пить витамин С, потому что аскорбинка, надпочечники питаются аскорбиновой кислотой, и она усиливает выброс эндогенных гормонов, прекращаются атрофические явления в коре надпочечников. Поэтому, когда пьют аскорбиновую кислоту в больших
доза, надо грамм или 2 грамма. Вот, все, запустилась кора надпочечников, и вы постепенно будете уходить от гормонов методом половинного деления. Потихонечку надо уходить и увеличивать дозу химохима. В таких случаях, если вы потихоньку, так вот, не торопясь, будете его увеличивать, можно увеличить химохим до 4 пакетиков. Всегда вам надо пить химохим, всегда вам надо пить аскорбиновую кислоту и омегу-3. Я вам прям желаю этого. Потому что вот эти 3, они полностью могут вам восстановить здоровье. И плюс надо обязательно ощелачиваться, должна быть диета, надо чистить лимфу и так далее. А при подагре примерно такой же? При подагре. Подагра – это заболевание, когда накапливается мочевая кислота, да? Раньше говорили, подагра – это болезнь аристократов. От шампанского, от мяса и прочих вот таких вот деликатесов. Так вот, сегодня подагра – это когда есть много состояний, когда повышается мочевая кислота. Это плохая работа, выделительная работа почек. Это начальные стадии диабета, это истинная подагра, когда она не выводится из организма и откладывается в почках и в суставах. Вот это надо отдифференцировать, но я вам рекомендую, вот как обычно, ощелачиваться, диета, обязательно нужно хемохим и нужно очищать печень, расторопша. Друзья мои, расторопшу. Надо усилить дренаж и очищение печени. У меня один есть наш партнер, у него подагра, у него прям сильно болели эти пальцы, большой палец на ноге. Очень сильно болел сустав. У них прям подагрические такие атаки. Вот. И он с опасением так начал хемохим, но ему что-то дали большую дозу, 3 пакетика. Он говорит, ты большой, тебе надо много. О, как начал пить, у него как все, как полезло. Он, давай звонить отовсюду мне, что это такое, что это за компания, да я вот здесь такой-сякой сдал. Я его успокоила, снизила дозу, он начал пить сорбенты. То есть очень много было токсинов, грязи было много. Он стал пить много воды, очищаться, выводить сорбентами токсины. У него все это успокоилось. Через кожу был выброс всех токсинов, которые накопились в лимфе. Сейчас он подключил расторопшу, и все. У него все прошло. Поэтому, друзья, подагра – это обязательно диета, это обязательно расторопша должна быть. Потому что подагра – это болезнь обмена веществ, а все обменные процессы – это печень. Можно еще такой вопрос личный? Есть такое мнение, такая рекомендация, если ты заболел, загрипповал, если будешь пить 6 пакетиков химохима в день, быстро на ноги поднимешься. То есть мы экспериментировали, то есть когда я приболел, на самом деле за один день выздоровел. Правильно ли это, пить 6 пакетиков химохима? Совершенно верно, потому что когда идет вирусное заражение, вы себе не представляете, там что творится с головным мозгом, он красный весь. Вот отек там такой головного мозга, все оболочки, все поражено вирусом. Интоксикация сильнейшая, друзья мои. Поэтому надо активизировать и прям большими дозами останавливать этот процесс. И надо помогать организму. Обязательно аскорбинку в больших дозах и химохим в больших дозах. Прям в больших. Потому что у меня одна мадам, а чё, я пила 2 пакетика, и не лучше, и болею, вот уже неделю, грипп. Я говорю, увеличьте до 3, тогда вам будет лучше. Как только 3 пакетика начала пить, сразу же легче стало. Это за раз? Но если бы, нет, ну как за раз, в течение дня. Но если бы они дали такую ударную дозу, как Володя, ну, у Володи-то организм тренированный, он же с этим химохимом вообще не расстается. Поэтому ему можно такие супердозы, а людям-то не привыкшим, им надо аккуратненько. Потому что, друзья мои, у химохима очень много энергии. Очень много энергии. И вот представьте себе стакан, и в него выливают литр. Тяжело. И будет все переливаться. Поэтому надо очень аккуратненько, с малых доз, чтобы не было вот таких вот обострений, не было таких ухудшений и не было негатива.
Извините, у моей сестры диагноз крауроз. Что бы вы посоветовали? Крауроз, это с чем связано? Гинекологический, предраковое состояние. Значит, онкология, нужно обязательно начать химохим пить и обязательно довести его до таких эффективных доз. Потому что, вы сами знаете, началось это состояние, и чтобы это прекратить и локализовать процесс на вот этой стадии ранней, то нужно в больших дозах. Сначала начните с пакетика, потом постепенно можно до 4 увеличить. И у нас есть еще такой продукт, сок нони. Но мы его не можем никак получить. Скоро появится. Да, потому что вот сок нони, друзья мои, это номер 1 при онкологии, номер 1. Поэтому Юго-Восточная Азия, зная это, а мы-то с вами ничего не знаем, да? Мы-то такие девственно чистые, а они знают, что такое сок нони. И поэтому, когда его выпустили, его уже сразу не стало. Все, Юго-Восточная Азия взяла. Я вам говорю, подготовьтесь, будьте на низком старте, потому что сок нони – это действительно чудо. Это супер антиоксидант. У него чудодейственные свойства. Просто чудодейственный. И поэтому его надо обязательно принимать. Вот вашей сестре, может быть, место там как-то надо. Я такой хотела вопрос задать. Да. Вот у меня есть знакомая, она очень аллергичная. Прямо вот что ест, даже пьет, ест там овощи, фрукты, все это аллергия. Вот химохим как если принимать? Будет у него на это аллергия или нет? Друзья мои, химохим – это состояние, особое состояние иммунной системы, когда идет невосприятие абсолютно всего. Но начинается это извращенная работа иммунной системы из-за паразитов, из-за зашлакованности. Значит, обычно какие у нас паразиты? Это аскариды, лямблии, там, аписторхи, которые живут в печени, в кишечнике. Да? Вот нужно почистить организм, очистить лимфу, ощелачиваться. Нужно пить соду, нужно прекратить кушать еду, которая вызывает вот это вот повышение иммунитета. Значит, отказаться от мяса, отказаться от жирной еды, отказаться от копчености, отказаться от яиц, от молочного, от молока полностью надо отказаться, сладостей и так далее. Вот. И полностью надо чистить организм, лимфу надо чистить. И когда поменяется pH внутренней среды и станет щелочная среда, тогда остановится аллергический процесс. Потому что вот когда попадаете с отеком клинки или еще куда-нибудь попадаете с бронхиальной астмой в больницу, сразу капают хлористый кальций, да? Ощелачивают и соду капают. Да? Соду. И она сразу успокаивает аллергический процесс. Поэтому, друзья мои, кушайте правильно. Кушайте щелочную еду, побольше овощей, фруктов, побольше пить надо. Кальций ощелачивает. Нет, ну а этот самый химохим нужно? Нужно химохим. Но пусть она аккуратненько начнет с полпакетика. Много воды надо пить. И соду надо пить по неумывательному. Спасибо. И аутоиммунное обязательно начать пить химохим при воспалительном процессе или не обязательно? То есть если спокойный период... Нужно. Вот в спокойный период лучше начинать. Потому что когда у нее уже есть обострение, оно еще сильнее может обостриться. Вот. Ну, аккуратненько, потихонечку, всегда с малых доз, друзья. Подготовьтесь, не надо форсировать, ничего нельзя форсировать. Аккуратно. Адаптироваться должен организм к этой энергии. А как долго можно? Нужно пить долго. Когда такое сложное заболевание, надо пить долго. Друзья мои, вот сегодня ко мне только писала в чате, в Телеграме женщина, у которой муж рак носоглотки, Таня Люванфа. Она мне, значит, обратилась, я еще в Корее жила. Значит, у мужа рак носоглотки, плоскоклеточная карцинома. Она плачет, что делать, помогите с советом, я говорю, быстренько найдите химохим, начните пить, готовить его к химиотерапии, езжайте на химиотерапию. Вот, она взяла
начала ему давать по 3 пакетика химохима. Он перенес великолепно химию, он даже не почувствовал ее. Сегодня они пропили 9 коробок химохима, пробиотики, аскорбинку, они пропили омегу, спирулину, да? И она все пьет, и они не останавливаются. Но благодаря вот этому ее героическому поступку, самоотверженному, да, она, не знаю, где она нашла столько денег, но она спасла мужа, у него уменьшилась опухоль в 3 раза, она отторгается у него нет метастазов, практически он идет на выздоровление. 3-я стадия, друзья мои, это уже были метастазы в близлежащие органы головного мозга. Вот. И сегодня она уже вот, с большой степенью уверенности может говорить, но 9 коробок химохима было выпито. Но ей тошнило. Тошнило, становилось так плохо. Она говорит, я еле пережила этот день, и давление очень сильно поднялось. Она говорит, я не буду пить химохим. А чего это может быть? Как ей помочь? Значит, у вашей подружки очень сильно забита печень. Очень сильно. Вот. Поэтому нужно в малых дозах начинать, пусть она не останавливается. Ей надо очиститься. У нее забита печень, желчь стоит, тошнота вот эта и давление, у нее все связано с печенью. Потихонечку надо ей желчегонные давать, пусть воды побольше пьет. И у нее вот это состояние выровняется, давление нормализуется, потом пусть она переживет этот период на малых дозах. На малых дозах. По чуть-чуть разводит или разведение больше делает. Например, полпакетика разведите на литр. И пусть пьет в течение дня. Да? Это тоже выход. Это разведение высокое. И пусть пьет, и будет нормально все. Будет хорошо. Друзья мои, я думаю, что вот кому-то интересно, а другим не совсем интересно. Вот. Поэтому давайте мы не будем такими эгоистичными. Если вам нужно, вы потом мне индивидуально в личку напишите. Вот. Я вас благодарю за ваше внимание к этой теме. И я вас благословляю, чтобы через вас очень много людей обрели свое здоровье. Спасибо вам, друзья.